Бу күннерге Аммалугар Джакускайдагы Национальный художественный музей үлэхеттери киленнер, биеги улус бүт түмендергер бары былыргы седах маллары картыскага түһәреннер, реставрациялан кен кабаннак дереңиз кохоннок научный чинчиер үлелерин сагалатылар. Бу проект салаячытынан Өрсыл художественный музей директорынан тахарлақты күлеләбит, белеген научный чинчиер отдел главный специалиха Российской Федерации онна Саха Республикатын искусствотын ütүеләк деятеля Ася Львовна Габышева болар. Наш проект, я думаю, что это уникальнейший проект, потому что где бы мы в России не рассказывали о нем, никто таким не занимается. Дело в том, что мы с 2012 года занимаемся под руководством Александра Николаевича Жиркова, спикера Государственного собрания ЛТМН, проектом «Системный каталог», научный системный каталог «Материальная и духовная культура народов Якутии 17-го, начала 20 века». Уникальнейший проект в музеях Европы. Дело в том, что в те года, 18-19 в особенности, в начале 20-го, очень многие вещи этнографического, народного, декоративно-прикладного искусства были вывезены в музеи мира. Были экспедиции, это в основном немецкие экспедиции, ну и отсюда, например, из Статты художник Иван Васильевич Попов, наш первый профессиональный художник, он собирал коллекции, отправлял в музеи Германии. И вот по этим музеям мы уже с 2012 года выпустили 2 тома. Сейчас будет второй том тоже, но вторая книга. Это музеи мира, так сказать. После этого мы начинаем изучать коллекции российских музеев, потому что там тоже очень много предметов. Дело в том, что в Якутии не было в то время музеев, и не собирали вещи. И только первый музей открылся, краеведческий музей в 1890, я забыла год, краеведческий музей. И вот тогда начали первые сборы этих старых вещей. И, конечно, многое ушло, многое могло быть утрачено во время революции, гражданской войны в Якутии. Затем была Отечественная война, когда сдавали вещи фронту, когда очень много серебра было сдано на выплавку металла. И это очень, конечно, жаль. Годы были такие, история, она ведь не всегда ровная, не всегда такая, как бы нам хотелось. И вот когда мы стали работать над системным каталогом «Материальная и духовная культура» в музеях мира, мы подумали, а что же есть в Якутии? Мы ведь не знаем, что есть. Столько улусов, столько музеев, страна музеев мы считаемся, 70 с лишним музеев, да? И решили такой проект начать. Начали с Чуравчинского улуса, и сюда входят вещи народных мастеров, это шитье из бересты, резьба по дереву, конечно, серебряные вещи, кузнецы в обязательном порядке. И вот то, что сохранил и создал гений якутского народа, мы фиксируем в альбоме. Издаем такие красочные альбомы. Это уже 4-й альбом серии «Раритеты Якутии», где, в общем-то, приводятся, во многих наслегах есть музеи школьные, есть государственные музеи, муниципальные музеи, где, в общем-то, сохраняются такие вещи, которые народ собирал, сдавал в эти музеи. И, конечно, надо их сохранить в электронном таком виде, в альбомном виде для будущих наших потомков, чтобы они знали свою культуру, потому что без культуры нет и народа, собственно говоря, без этих устоев духовных, материальных, этого быта, истории, молодежь ничего знать не будет. Это очень, конечно, горько сознавать. Ну и вот мы такой проект начали. Я думаю, что он востребован. Я думаю, что жители должны откликнуться, у которых есть частные коллекции, старинные вещи от бабушек, прабабушек, дедушек, потому что это уникальнейшие вещи.
Вот, например, чарон, ну, нигде больше нет в мире такого сосуда, как наш чарон, с такой функцией. Вот. Ну, я думаю, что народ сам понимает, что это такое, бережет, потому что вот эту кумысную обрядовую посуду они же как берегли, хотя это и деревянная посуда, но вот сохранились некоторые экземпляры и начала 19-го, конца 18 века, хотя это такой материал недолговечный, как дерево. Традиции живут и продолжаются, и в вашем Улусе это кузнечное дело, я, насколько слышала, мастерские целые такие имеются, это прекрасно просто. Вот, и свою историю Амгинского Улуса должны тоже сами вот сельчане знать. И я думаю, что ну, таким альбомом, ну, я думаю, что вы будете гордиться. Ну, мы поедем по всем 14 наслегам Амгинского Улуса. Нас интересуют не только предметы, но и история каждого наслега, история создания этого музея, школьного ли, муниципального ли, именитые люди, главы, те, которые как бы принесли славу этому улусу. В составе нашей экспедиции сотрудник музея Осипова Оксана Олеговна. И обязательно в нашей бригаде бывает реставратор. Это уникальнейшие люди. Вот Андрей Никифоров, единственный реставратор в республике по дереву, дипломированный, ну, специалист высокого класса. Не просто там самоучка или что-то. Это реставраторы вообще всегда учатся, стажируются на протяжении всей своей жизни, пока не получат высшую категорию. Первый класс, там вначале идет 3-й класс, 2-й класс, 1-й класс, а потом высшая категория. Вот. Ну, вот Андрей такой уникальный человек. Возвращает жизнь деревянным вещам. Первоначальный вид, чистит. Вот наслоение вот эти, скажем, пыли, масла, вот чем протирали, и сохраняет как бы дальнейшую жизнь чарону. И у нас два фотографа. Возьми. Вячеслав Николаевич Семенов, с которым мы и начинали эту серию, потому что это прекрасный фотограф, у него удивительные фотографии, которые передают материальность. И это вот не каждый так умеет снимать, потому что обычно людей все умеют снимать, всякие вот мероприятия. Вещь, чтобы показать ее красоту, не каждый может. Вот. Это очень трудное дело, и Вячеслав Николаевич Семенов, он заслуженный деятель искусств республики, он режиссер, автор фильмов многих известных. И наш Алексей Васильев, молодое поколение, который вот тоже да, занимается фотографией. Учится у Вячеслава Семеновича, как правильно? Стажируется. Вот, ну, бригада из 5 человек, я думаю, очень мобильная. И я думаю, что мы за 7 дней, я как-то надеюсь, что мы 14 наслегов осилим, потому что будем, ну, как бы, сильно перерывов делать не будем, попробуем как бы передвигаться очень часто и быстро-быстро. Вот сейчас мы будем зависеть от них, как у них съемка пойдет, потому что от съемки зависит красота альбома. Да. И обращаемся к владельцам предметов, уникальнейших предметов. Каждая семья сохраняет какие-то вещи от бабушек, от дедушек, прадедов своих, бережет как бы. И если они войдут в альбом, я думаю, что это будет очень прекрасно, потому что многие такие удивительнейшие вещи, они хранятся в семьях. Ну и как бы люди будут знать, что есть такие коллекции, есть такие вещи, и это всегда расширяет кругозор и как бы влюбляют в эту культуру. И ты весь погружаешься вот в эту резьбу, в орнаментику, то есть в культуру своего народа. Поэтому мы ждем вас с предметами, со своей историей, что за наследство вам досталось.